Олег Валерьевич – это коллекционер. Вот эта выставка, собственно говоря, вся графическая часть, это его коллекция, из его коллекции. Но кроме работ Тодыкова, потому что они у нас есть немножечко. Вот я немножечко сначала хочу вот что сказать. Вот эта выставка, она носит несколько такой исследовательский характер. Потому что она готовилась долго, год. Не то, чтобы она была посвящена там, году литературы, но и в том числе, потому что эпос, посвящение эпосу называется. Эпос – это и есть настоящая литература, особенно для Хакасии. И вот здесь мы представили и портрет Кадышева к 130-летию, работы Той Варянналя, очень замечательный художник красноярский был. Вот. И здесь вот в виде фотоэстампажей представлены, то есть фотографии вещей, которых уже есть отражение героического эпоса. Здесь памятники первого тысячелетия до нашей эры, от второй половины, и первого тысячелетия нашей эры. Вот в частности, хотя у нас здесь не все совершенно у нас. Дело в том, что, вот, допустим, вот этот замечательный кубок из Красноярска, Мессершмитт он называется, с изображением, вот там сюжеты изображены. Вот он плохо мы сделали. Из сулека, из-под камня тоже он почернел. Но вот это работы первого тысячелетия нашей эры уже. Вот. Что касается вот этих, вот посмотрите, вот эти пряжки, вот это пряжки, видите, со сценами борьбы. Со сценами борьбы. Вот здесь видите, как он, даже техника видна. Да? Техника видна, как шла борьба и за что хватались. Вот здесь очень похоже, вот, помните, сюжет был недавно, проект Санюка, которого схватили там за... Вот, прямо вот кони, видите, лошади. То есть они тоже в таком состоянии, в таком взбудораженном. Понимаете, вот эта тема растительности, вот она уже появляется, растительные мотивы. Причем при этом, посмотрите, вот эти сами узоры листвы, они вот сохранились до сих пор в хакасской вышивке. Понимаете? То есть самые даже... Вот или, например, вот эта бронзовая бляха, вот это из деревни Означенной у нас недалеко, а это из Ордоса. Ордос – это Монголия. Вот посмотрите, как одинаковые. Борьба животных, как великолепно передана вообще пластика, объем пластический, объем тела. Или вот эти узоры, вот эти фотоэстампажи, которые сделаны, гравированный рисунок, это серебряное блюдо из Курлагыша, неправильно здесь немножечко, это Алтай, но это Алтай, который ближе к нам. Понимаете, здесь борьба двух богатырей. При этом я хочу обратить внимание особенно на, посмотрите, какой головной убор. Вот этот головной убор, это три как бы луча или три, это корона богини Май. Вот, скажем, это корона богини Май, вот трилистник, вот посмотрите сюда, вот, видите? То есть это корона, вот элементы короны, они носили вот такой защитный характер оберегов. И вот они, здесь показано вообще, вот они бьются на разных орудиях. Вот посмотрите, вот они уже все, вот эти орудия у них упали, вот они берутся уже за копье. Здесь какого характера лук. Вот, скажем, вот для современных художников, кто работает вообще с этим материалом, это просто бесценное достояние. И костюмы древние. Вот, или, например, борьба всадников. Это тоже из Ордоса бронзовая бляха, но ордосские вещи очень близки енисейским. Вот, и везде абсолютно, особенно поразительно вот эти копыта, передача копыт, передача каких-то отдельных частей. И когда внимательно изучают, например, зоологи, вот как выглядит конь, то есть он совершенно реалистичный, он точно передает все особенности вот этих наших низкорослых, вот бывают кони, вот, допустим, вот как бы, я их называю такие хакасские кони, такие же
такие же небольшие ростом, но сильные, прямо как сами хакасы. Выносливые лошади. Или вот посмотрите, вот этот из Копенского Чатаса гравированный рисунок, Чатас на Нисее, это вот 7 примерно 9 века нашей эры уже. То есть борьба животных и парное всегда соединение, почти парное. Или вот здесь, вот это вообще из Копен, один из самых ярких памятников. Это луки седла. Ну, представляете, да? Луки седла. И посмотрите, как обозначены вот эти горы здесь, борьба животных, стреляющие из лука. Они дважды повторяются, и дважды все, вот эта двузначность, вот она здесь сохраняется. Особенно примечательным является вот этот гравированный рисунок на серебряном кубке Мессершмитта. Это тоже 7-й, примерно 9 века нашей эры. Вот сам кубок, там вот он какой, да, вот этот кубок Мессершмитта. А вот это с двух сторон рисунок. Здесь тоже передано. Сначала вот некоторые исследователи считали, что это рисунок китайского происхождения. Ну, то есть их... Есть некоторые черты, там, передачи облаков там, и так далее. Но на самом деле это рисунок Михаил Петрович Грязнов, это мой вот такой учитель питерский, которым я работала вот в Эрмитаже, в аспирантуре. Вот он считает, он как раз сделал совершенно замечательную работу, называется «Героический эпос народов Южной Сибири в памятниках древности». Вот, собственно говоря, это в какой-то степени выкладка этой работы. И вот он считает, что это абсолютно местная работа. Здесь весьма вот значительные местные вот традиции, и даже вот такие оформления, то есть они сохранились в узорах, в орнаментах. Вот, и как бьет, например, вот этот стрелок птицу, понимаете? То есть здесь все говорит... Здесь очень много движения, здесь элементы есть растительности, показа того, что это вот земля, вот, понимаете, вот, или, например, вот этот памятник, это совершенно замечательные парные, это пряжка золотая из сибирской коллекции Петра I, вот, и она была выполнена примерно в середине первого тысячелетия до нашей эры. Находится в Эрмитаже, это все эрмитажные, все вещи, кстати, эрмитажные, вот здесь. Вот и парная пряжка, значит, вот она отсюда, и здесь еще пряжка, увеличена. Она небольшого размера, древо, две лошади, женщина, причем, посмотрите, этот головной убор. И вот когда на Тепсее Михаил Петрович копал, он как раз именно такой головной убор нашел, только вот без этих, вот здесь, это как бы волос, который уходит, или конец, вот самое древо. Вот, или вот то, что здесь повешено. Некоторые считают, что это музыкальный инструмент, но Михаил Петрович приходит к выводу, что это специально для налучник, для вот, да, колчан. И вот здесь Валентина Евгеньевна, когда увидела на открытии вот эту работу, она знает ее, конечно, и говорит, что это оживление воина, то есть процесс оживления воина по нашему, по хакасскому эпосу. И здесь все абсолютно точно передано. Опять же, вот такой же рисунок копыт, который мы видим в других памятниках. Вот седло, вот, даже оформление седла, все здесь вот просто исторически достоверно и все оправдано. Или, например, вот такие пряжки, которые были, они украшали пояс, там воина, или вот, то есть вот они, две лошади, которые соприкасаются, и со временем вот эти две фигуры, они все более и более становятся схематичными и превращаются потом просто в узор, просто в некий знак, Вот это теперь на скальных рисунках очень много. Здесь мы не представили Сулекскую писаницу, потому что Сулекская писаница – это просто иллюстрация героического эпоса, на самом деле.